Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Marketplace Озон планирует выход на рынок Туркменистана. Туркменистан и Великобритания укрепляют сотрудничество в образовании. Туркменские теннисистки обеспечили национальный пьедестал на Ашхабад Open 2024 и другие новости. Председатель агентства «Туркмена-Рогатнашик» Хаджимурат Худайкулиев в ходе выступления на международной конференции «Туркментел-2024» подчеркнул важность цифровизации и кибербезопасности для развития страны. По его словам, цифровые технологии трансформируют все сферы жизни от образования до здравоохранения и становятся основой для создания умных городов и эффективной промышленности. Худайкулиев напомнил, что в прошлом году был открыт первый умный город Туркменистана Аркадак, который уже получил международное признание. Он также рассказал о планах по расширению высокоскоростного интернета и внедрению технологий 5G по всей стране. Важным направлением также стала подготовка специалистов в области цифровых технологий. В стране проводятся IT-конкурсы и стартап-программы для учащихся школ и вузов. Кроме того, уделяется повышенное внимание обеспечению кибербезопасности на национальном уровне. Российская компания «Озон», один из крупнейших маркетплейсов в СНГ, ведет переговоры о запуске продаж в Туркменистане. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Кристина Топалова на международной выставке «Туркментел-2024». По словам представителя компании, ассортимент площадки насчитывает более 370 миллионов товаров различных категорий. На данный момент «Озон» работает в 10 странах и рассматривает Туркменистан как перспективный рынок для расширения. В Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча заместителя министра Азата Атаева с Сарой Чиджи, региональным директором по экспорту для Восточной Европы и Центральной Азии. Стороны обсудили возможности расширения партнерства в сфере образования. Обсуждались возможности аккредитации туркменских учебных заведений, а также проведения в 2025 году заседания Туркмено-Британского торгово-промышленного совета. Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев встретился с представителем Генерального совета Ассамблеи народов Евразии и Африки Светланой Смирновой. В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество евразийских и африканских стран с бизнес-структурами, высшими учебными заведениями и научными центрами Туркменистана. Была также рассмотрена возможность проведения Дней Ассамблеи народов Евразии в Туркменистане. В Ашхабаде состоялось ежегодное техническое совещание экспертов проекта по борьбе с саранчой. Проект является частью программы продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии. Проект работает с 2011 года, и нынешняя его фаза, к которой присоединился Туркменистан, проходит при финансовой поддержке правительства Японии. Организаторы проекта осуществляют поставки полевого и лабораторного оборудования, автомобилей и моторных лодок для обработки зарослей, камыша, био- и химпестицидами, всех средств для опрыскивания. Одновременно в ходе тренингов и полевых миссий продвигаются современные методы борьбы с насекомыми-вредителями. Министерство туризма и спорта Республики Казахстан объявило о запуске уникального железнодорожного тура «Шелковый путь», который начнет курсировать между двумя странами с 16 ноября. Четырехдневный маршрут пролегает через Алматы, Туркестан и Ташкент, позволяя путешественникам познакомиться с богатым историческим и культурным наследием двух государств. В программу тура включено посещение знаковых достопримечательностей региона. Министерство обороны Индии объявило о проведении первых военно-космических учений. Трехдневные маневры были организованы для комплексной оценки возможностей космической инфраструктуры и выявления потенциальных рисков при сбоях в работе орбитальных систем. Особое внимание уделялось анализу зависимости различных структур от космических технологий. В учениях, названия которых переводятся как «учения в небе над землей», приняли участие специалисты Оборонного космического агентства Индии совместно с представителями всех родов войск. Программа включала обсуждение инновационных космических разработок и текущих космических проектов страны. Большой успех продемонстрировали туркменские теннисистки на международном турнире Ашхабад Open 2024, проходящем в столице Туркменистана. По итогам очередного игрового дня стало известно, что весь пьедестал почета в женском одиночном разряде будет занят исключительно местными спортсменками. В четвертьфинал турнира пробились сразу 8 представительниц Туркменистана: Илима Гусейнова, Айлара Какабаева, Айнур Аннамурадова, Нязли Худайкулиева и Сульгун Ишанкулиева, занимающие первые 5 сейных позиций, а также София Трибунская, Джинет Оразалиева и Анна Понятова. Успех туркменских теннисисток особенно примечателен, учитывая, что в соревнованиях принимают участие спортсмены из 12 государств,
включая представителей таких стран с развитыми теннисными традициями, как Великобритания и Индия. Теперь болельщикам предстоит увидеть увлекательные матчи между соотечественницами, которые определят распределение мест на пьедестале почета. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.